Вообще дебаты предполагают под собой какое-то определенное противостояние. Но я считаю, что в самой сути, когда встречаются члены двух политических партий, противостояния быть не должно. Потому что у каждой партии одна цель – сделать жизнь в стране лучше. Просто единственное, что возникает, это некоторое недопонимание между людьми о том, как это сделать. Каждый тянет одеяло на себя. Поэтому в данной ситуации самое важное – это диалог. Что такое политическая партия, думаю, знают все. Политическая партия – это особая общественная организация, ставящая своей задачей достижение политической власти для реализации собственных целей. В данном случае, что такое политическая партия? Политическая партия – это группа людей, которые создали идею, за которой пошел народ. У нас минимальное количество людей для регистрации партии 50 тысяч человек. Если один человек или группа его соратников создали идею, за которой пошли 50 тысяч человек, это уже часть народа. Значит, с такими людьми уже надо считаться. И я сомневаюсь, что кто-то из партий мог дать плохую программу, за которой потом люди пошли. В каждой политической партии есть 4 основных элемента. Самое главное – это высший лидер или высший штаб. То есть это мозговой центр организации. Этому центру принадлежит руководящая роль. Далее, вторым является важным элементом – это стабильный аппарат управления. То есть для реализации программы нужны люди, которые смогут эту программу претворить в жизнь. Это и есть аппарат управления. Далее. Третье – это члены партии, активно участвующие в ее деятельности. Это те люди, на которых, в принципе, вся деятельность партии держится. Если человек, придя в партию, не желает самостоятельно, не самостоятельно, а совместно с партийными органами реализовывать цели и задачи партии, такая партия долго не проживет. Ну и четвертое – это вот те самые пассивные члены партии, примыкающие к ней сторонники, которые в совершенно незначительной степени влияют на партийную жизнь. То есть, чем больше у партии активных сторонников, которые желают самостоятельно продвигать идеи партии, тогда партия будет жить долго. Различия в организационной структуре, условиях приобретения и особенностях партийного членства во многом зависят от места и роли партии в обществе. Характер ее связи с политической и социальной средой лежат в основе широко распространенного в западной политологии деления современных партий на кадровые и массовые. Учение Мариса Дюверже кто-нибудь читал, нет? Никто не читал, да? Я сам недавно только начал. Марис Дюверже разделил партии на кадровые и массовые. Если вдуматься и разбирать каждую по отдельности, что такое кадровая партия? Кадровая партия – это группа людей, которые продвигают идеи и задачи своей организации. Они сами устраивают партийные мероприятия, они сами устраивают политические акции. На выборах они сами своими силами продвигают партию. Это и есть так называемая кадровая партия, то есть в которой решают сами управленцы. Что такое массовая партия? Массовая партия – это которая может объединять, неважно какое количество людей. Вот эти наши минимальные 50 тысяч, которые ставит нам закон, либо это может быть там 200-300 тысяч человек, но они все массово работают над идеей партии. Вот это партия массовая. В нашей стране вот произошло такое удивительное, знаете, как у казахов, казанбас такое есть понятие, в котел кладут все и готовят блюдо, варят. У нас партии это вот этот казан. У нас партии смешались в кадровые и массовые. На выборах участвовали, думаю, все видели. Существует вот эта вот кадровая сфера, вот это несколько человек, да, наиболее активных работников партии, которые двигают, которые работают, которые бегают с агитаторами, которые проводят встречи с населением, которые выводят кандидатов в народ, которые устраивают вот дебаты, беседы и все прочее. И при этом есть массы. Это те люди, которые верят каждый в свою партию и на выборах идет, голосует сам. Пойдет к соседке и скажет: вот давай, смотри, у них есть шикарная идея, давай вот ее поддержим, пойдем со мной на выборы. Вот так. У нас вот так это немножко намешано. Но нельзя считать, что это плохо. Это просто немного дилетантский, скорее всего, подход к развитию политических организаций.
Еще не самая лучшая особенность в нашем политическом поле, это когда каждая партия любит конкурировать с другими, но при этом забывает, что ее деятельность это именно то, что нужно ее членам партии. Если у тебя есть 50 тысяч человек, им нравится твоя идея, работай над этой идеей, двигай ее, не надо на себя одеяло тянуть со всей кровати. Да? Не нужно со всего пирога пытаться укусить большой кусок. У тебя есть 50 тысяч человек. Они хотят, чтобы ты их идею продвинул. Вот и двигай и работай над ней. Это, наверное, не очень хорошо, но я приведу пример, свою партию. Сейчас в Мажилисе парламента 8 человек. И я с ними активно работаю, и я вижу, что они активно работают с нами. Они периодически приезжают сюда в Алмату. Они приезжают не только в Алмату, они приезжают в Восточный Казахстан, в Кызылординскую область, в центральные регионы страны, на запад, на юг. Они бывают везде по регионам и встречаются с населением. То есть не так вот, как собрались на партийной конференции, хорошо поговорили и разошлись. Не так. Каждый приезжает из них в трудовые коллективы, в фермерские хозяйства, в организации образования. Напрямую, вот так, как я сейчас с вами говорю, они встречаются с населением и спрашивают об их проблемах. Люди им рассказывают, и потом на основе того, что люди им рассказали, они делают депутатские запросы. Все то, что в парламенте происходит, во фракции ДПК «Акжол», все неспроста. Каждый депутат знает, о чем он говорит, потому что он виделся с людьми, у них спрашивали, они ему сказали, вот это, у нас есть такие проблемы, помоги решить. Все. Депутат оформляет запросы, направляет туда. Потом, если у кого-то из вас какие-то вопросы возникнут к нашим депутатам, смело приходите к нам в филиал, мы составим письмо, отправим, через 3-4 дня вы получите ответ. За подписью депутата, все как положено, они сами будут это рассматривать. То есть в нашей организации нет вот этого тяжелого бюрократизма, когда твое письмо от одной инстанции к другой, сначала его в городском филиале промурыжат, потом отправят в центре, там будут каждую строчку читать, а зачем это нужно, потом переправят в парламенте будут в конце. Нет, у нас все идет напрямую сразу к депутатам, и депутаты очень тесно сотрудничают с народом. Я немножко говорю путано, потому что плохо готовился, но я говорю именно то, что я вижу, что я знаю. То есть я рассказываю о своем опыте, об опыте работы в нашей партии. Наша партия это как раз вот тот яркий пример смешанного кадра массовой работы. У нас есть кадры, это активные члены партии, которые в самой партии работают, допустим я, да? И есть вот это вот наши массы, это наши сторонники, на которых можно в любой момент положиться. Мы проводим мероприятия, они говорят, ну вот это интересно, мы придем и послушаем вас. Они делятся своими проблемами с нами. Таким образом, они дают нам подпитку, они дают нам вот именно тот нектар, который поддерживает жизнь партии. Ладно, это все лирическое отступление. Думаю, если меньше 10 минут, ничего страшного. Мне просто интересно перейти вообще к вопросам. Ну, давайте начнем с дефиниции, конечно. Что такое политическая партия? Политическая партия – это группа, это сообщество людей, которые вовлечены в процесс достижения власти, то есть разными путями. У нас в Республике Казахстан на этот момент зарегистрированных 8 партий. Также есть и не зарегистрированные. Из их числа хорошо знакомая всем правящая партия Нур-Отан, а также партия наши славные оппоненты Акжолцы, плюс партия народно-демократическая, народная КНПК, то есть Казахстанская народная коммунистическая народная партия Казахстана, плюс ОСДП, то есть что означает ОСДП? Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана. Помимо этого существует партия АУЛ, Руханият, Адлет и партия патриотов Казахстана. Временно приостановлены действия партии КПК, то есть Коммунистической партии Казахстана. Существуют партии Алга, которые еще не зарегистрированы, которые еще не могут добиться регистрации. Помимо этого и отдельное юридическое лицо, как ОСДП Азат, которое также в едином составе, то есть после слияния партии ОСДП и Азат, но никак при состоявшемся режиме эта партия
с новым названием зарегистрироваться до сих пор не может. То есть мы считаем, что мы в полной мере соответствуем этим требованиям регистрации, но нас никак не регистрируют. То есть опять же у нас вопросы к демократии, демократическим принципам, развитию демократии, развитию политической системы в Казахстане, в стране. Помимо этого, да, я с некоторыми моментами моего оппонента, с Рустамом, во многом, конечно, согласен. Но хотелось бы дополнить некоторые моменты. Политическое развитие политической партии в Казахстане, как мы представляем, как я представляю, я в большинстве своем буду выражать свое личное мнение, у нас в стране политическое развитие партий не совсем соответствует тем мировым стандартам, которые мы до этого даже руководили, определенная организация, которая пропагандировала демократические и другие интересы. То есть мы не всем стандартам соответствуем. Почему же? Потому что у нас в стране, опять же, некоторые законные акты, некоторые подзаконные акты не соответствуют международным стандартам, нормам, демократическим принципам, и тем даже стандартам, международным стандартам, которые подписала наша страна, которой она обязалась. Но несмотря на это, у нас вот опять же, еще раз касательно тех партий, которые не зарегистрированы на этот момент, это партия Алга, опять же, две партии, объединенные две партии, в общем, Курултаем, ОСДП Азат никак не может зарегистрироваться. Но на этот момент мы имеем только юридическое название ОСДП, то есть только Общенациональная социал-демократическая партия. У нас в стране образовалась такая ситуация на данном этапе. Мы за эти последние полгода, по моему наблюдению, мы шагнули назад в политическом развитии, в развитии политической системы, в развитии политических партий. Почему? После печально известных событий Жаңаөзена мы не должны отталкиваться от таких тем, не должны оборачиваться от этих проблем. Эта проблема есть, которую допустила определенная политическая система. И вот после этих событий, опять же, политическое действие, содержание и некоторые моменты касательно политической системы, развития политической системы в Казахстане приторможено. То есть нет такого развития. Теперь хотел бы вернуться к тем методам, к тому содержанию, с чем занимается политическая партия. Если я рассказываю вкратце, партия ставит конкретно перед собой целью, любая партия и должна ставить перед собой добиться власти, то есть властную структуру. То есть опять же, если у нас столько-то членов, мы представляем их интересы. Помимо наших членов, например, наша партия преследует цель защищать интересы всех слоев населения. И в этом процессе несколько методов. Есть насильственные методы, есть ненасильственные. Конечно, наша партия, и надеюсь, и наши оппоненты, убежден, наши оппоненты партии Ак-Жол агитируют за ненасильственные методы. То есть путем выборов, путем цивилизованных демократических методов, принципами добиться власти. Мы эту цель преследуем. Но, к сожалению, на данном периоде политическая система и структура политически устроена у нас в стране таким образом, что легитимным правовыми методами некоторые партии, политические движения не могут добиться своей цели. То есть, опять же, вспомним выборы 2012. Всем известно, 15 января прошли эти выборы, и дана была оценка, нам известны эти оценки, то есть выборы эти авторитетными
такими международными организациями, как ОБСЕ, как Европарламент и другими, остановимся на международной организации ОБСЕ, которая наши выборы прошедшие не признала, которая не соответствует, организация заявила, что она не соответствует тем демократическим, фундаментальным демократическим принципам. То вы представляете, мы не говорим о тех развитых демократических принципах. Наши выборы не соответствуют фундаментальным, элементарным демократическим принципам. То есть и другие оценки были даны. Помимо этого, очень положительная оценка дана наблюдателям от шанхайской организации, от организации, от представителей наблюдателей стран СНГ. Но это известно, так как эти мнения были немного предвзяты. То есть наша партия эти выборы как бы не признает. И легитимность данного действующего парламента, мажилиста, мы не признаем, так как эти выборы были нечестными, несправедливыми и с грубейшими нарушениями. Вот касательно нашего оппонента. А то, что наш парламент стал, как бы, в кавычках, многопартийным, это просто, как бы, мы заявляем, что это такая условность, что мы считаем, что она фиктивно многопартийная. В действительности, я уже, наверное, могу покритиковать наших оппонентов касательно вот позиции Ак-Жол. Я считаю, что партия Ак-Жол, не тот Ак-Жол, который был создан в 2002 году нашими светлыми людьми, определенными слоями населения. С лета 2011 года, я считаю, это мое видение, партия Ак-Жол стала, как бы, это совсем другой юридической организацией, которая себя якобы причисляет к оппозиции, но это никак не оппозиционная партия. То есть есть некоторые действия со стороны депутатов фракции Ак-Жол, но опять же я задаюсь вопросом своему оппоненту, какие же законные, какие же законопроекты, какие же такие глобальные изменения были приведены в новом парламенте, в новом мажилисе. То есть таких критических выступлений, даже по последним, за 5 месяцев очень много было принято законопроектов и поправок к определенным законам, при котором, как мы наблюдаем, по голосованию в мажилисе, противодействия, оппонирования я не заметил со стороны партии Ак-Жол. Также касательно, такое же замечание я бы сделал и касательно действий партии, Коммунистической народной партии Казахстана. По поводу Народной партии Алга, которую возглавляет Владимир Иванович Козлов. Вообще это очень интересная организация, Народная партия Алга. Меня вообще поражает, как это наши партии умудряются говорить от всего народа сразу. Хотя там 2-3 человека у них руководит. Если партия не прошла регистрацию, значит это что? Значит кому-то было нужно, правильно? А у этой партии, у Народной партии Алга, я знаю, что у нее есть последователи. Вот опять же, как минимум вот эти 50 тысяч человек, у них есть последователи. И если партия не может проявить гибкость в угоду интересов своих же сторонников, то это мертворожденная партия, и она долго не продержится. Вот эта партия Алга – это хороший политический бренд, не более того. Если не может Козлов гибкость проявить, дать такую программу, которая будет устраивать всех, то он далеко не уедет. На одном только кричании о том, что его все вокруг зажимают, пользы народу много не принесешь. По поводу ОБСЕ. ОБСЕ это, как мы знаем, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заметьте, безопасность и сотрудничество Европы. Это что значит? Это значит, они делают все, чтобы Европа была в безопасности,
чтобы Европейский Союз между собой сотрудничал, и они скажут о нас все, что угодно, в зависимости от того, какую мы цену на нефть им поставим. Мы поднимем чуть дороже, то все. Мы негодяи и мерзавцы, которые не умеют жить, мы отсталые кочевники. Мы опустим цену, все, мы хорошие, мы добрые, мы умные, мы председатели ОБСЕ. Априори ОБСЕ не может быть объективной в этом вопросе, потому что она преследует свои цели и свои интересы. Понимаете, да? Это как НАТО. Я не понимаю, каким образом вот эта кучка европейских государств, да, решила судьбу целого государства под названием Ливия. Сейчас вот все говорят, что ливийцев разбомбили, да, и Муаммара Каддафи убили за то, что он цену на нефть хотел поднять. Да ничего подобного. У Муаммара Каддафи была такая идея: уничтожить позиции доллара на африканском континенте. И не только на африканском континенте, но и в арабском мире. Он предложил напрямую обмениваться золотым дирхамом. То есть замена доллару, да, доллару вот этой бумажки зеленой, твердая золотая валюта. И все. Вот это с этого момента он подписал себе смертный приговор. С этого момента от него отвернулись вот Берлускони, который его целовал принародно на камеру. С этого момента от него отвернулись Саркози, на чью избирательную кампанию он давал деньги. Я лично верю в то, что он давал ему деньги. Вполне верю. И тут же, смотрите, Сирия, да, рядом. Тот же такой же режим, да, тоже люди гибнут, опять же, гражданская война у них идет. Но почему-то НАТО их не бомбит. Никто не задумался, почему не бомбит. Вы не задумывались, нет? Почему они их не бомбят? Да потому что Сирия умеет с НАТО договариваться. И НАТО сидит, да, вот надо остановить, там надо все. Вот видите, это двойные стандарты. Вот поэтому я говорю, ОБСЕ, позиция ее видна в ее названии, безопасность Европы. То есть, чтобы для Европы было все хорошо, а вокруг хоть потоп, нам плевать. Поэтому и Россия у Европы кость в горле, потому что она тоже захотела, подняла цену на нефть, захотела, опустила. Все зависит от ситуации самой России. Так, по поводу Акжола. Так, я в Акжол пришел недавно, вы мне расскажите, а какой Акжол был создан в 2002 году, 3 апреля? Настоящий Акжол, который пропагандировал принципы свободы, демократии, экономического развития. Мы и сейчас это пропагандируем. Сейчас я не согласен. А вы не пропагандируете разве принципы свободы, равенства, демократии? Как раз таки пропагандируем Вот и мы их пропагандируем до сих пор. От того, что сменилось руководство, это ничего не значит. Наоборот, пусть я даже сужу по какая-то действию. медленная, но ротация имеется. Вот Алихан Байменов руководил партией 10 лет. У него партийцы, которые рядом с ним, это люди, у которых 10 лет опыта политической работы. Это которые 10 лет вот так выходили на контакт с людьми. Это люди, которые много соображают. Но просто пришел момент, и Байменов освободил кресло. Ну, избрали нового председателя. Сама суть партии и члены партии не изменились. От того, что один председатель пришел, а другой ушел, члены партии массово не вышли из партии, и другие не пришли. Программа-то остается все так же. Та же самая идея. Это равенство и свобода для страны. Это независимость государства. И вот возможность для каждого казахстанца работать на себя. Работать так, чтобы у него голова завтрашнего дня не болела. Вот чем я завтра детей накормлю, да? Что я завтра на них надену. Наша позиция проста. Мы золотых гор никому не обещаем. Мы просто продвигаем планомерно программы, которые позволят каждому казахстанцу хотя бы элементарно работу получить. Вот у нас говорят, что в стране 2,5 миллиона, 2 миллиона самозанятых. Что такое слово самозанятые? Это как вообще? Это те люди, которые просто перестали верить в то, что государство им поможет. Они просто от государства отвернулись. Представьте, 2 миллиона человек. И министр, кто ее, социальной защиты населения, сказал, у нас, говорит, 2,5 миллиона самозанятых, вот у них хорошо. Хорошо, это наоборот здорово, что эти люди нашли в себе силы, да, кто-то бизнесом занимается, кто-то где-то как-то работает. Потом вопрос, а пенсионные отчисления где у них будут? Вот видите, вот как не продумана вот эта ситуация, да? И партия Акжол ставит своей задачей вот эту ситуацию изменить, потому что через 10-20 лет у нас будет 2,5 миллиона нищих, голодных стариков. Вот это мы будем изменять. Касательно оппозиционной По деятельности, оппозиции, которую да, причисляете что вы в себя вашем к оппозиции. понимании оппозиция?
Оппозиция... Вот я вижу новости, я извиняюсь, Да, да, может, я читаю, смотрю новости российские, вот там оппозиция, там оппозиция. Жириновский Митрофанову морду бьет, вот эта оппозиция. Они не согласны, они пошли, может, друг другу набили, но у нас-то другой должен быть подход. Оппозиция — это такая ситуация, когда ты не только что-то отрицаешь, ты должен что-то предложить взамен. Как говорят, критикуя, предлагай. Вот мы просто выдвинули, вот да, вот нам вот эта ситуация не нравится немного с бизнесом, да, дескать, очень много коррупционных возможностей бизнес затравливать, деньги с них тянуть, да, вот попросту бизнес, средний слой заваливать. А если завалить средний слой, то это экономическая система будет заваливаться сама по себе, повторится еще раз кризис. Поэтому мы, отрицая вот это вот, говоря, что нельзя так зажимать предпринимателей, мы предлагаем, давайте освободим, да, допустим, далеко ходить не будем, сельское хозяйство, давайте на 3 года от НДС их избавим, да, вот, нулевая ставка сделана, ну, им же легче будет. Они за эти 3 года разами себя будут развивать, и через 3 года они дадут больше урожай. У них будет больше денег на саморазвитие, они будут давать больше налогов в государственный бюджет. Больше налогов в государственный бюджет – это больше социальных отчислений, это пособие, это пенсии, это помощь малоимущим. Мы говорим, опять же, я хочу вернуться к теме, к развитию или неразвитию политической партии в Казахстане, политических принципов, демократических принципов. Что такое оппозиция? Еще раз давайте остановимся на этой дефиниции. Оппозиция – это группа людей, это сообщество, общество, которое находится в таком в протестном, в критическом принципе против определенной системы, с которым она не согласна, с которой она борется. Вот это оппозиция. А когда определенная группа, политическая система, которая совсем соглашается, которая совсем потакает, которая на сессии Мажилиса голосует за все, только за, только поддерживает, без критики, без определенной позиции, которой она придерживаться должна. То есть, что такое оппозиция в парламенте? Если бы действительно в Мажилисе, в нашем Мажилисе, в парламенте была бы действительно оппозиционная партия, она бы жестко критиковала. То есть парламентская система — это не та система, которая вот разрушит всю систему. Там можно критиковать, там нужно критиковать, там нужно лоббировать те интересы, там нужно открыто выступать против антинародных, я не побоюсь, немало законопроектов, которые приняты с ошибками, с недочетами, и открыто выступать при определенной системе, потому что, опять же, однопартийная система у нас разбалована, политическая система, тем, что столько-то лет у нас был однопартийный парламент без критики, без ничего, и много изъянов, язв не было указано. И из-за этих процессов мы пришли к таким трагическим конфликтным ситуациям, как в Шанраке, как в Бакае, как в Жанаузене. У нас катастрофическая система, коррумпированная система, с которой и мой оппонент, я думаю, согласится, вы все согласитесь. У нас в каждой отрасли главенствует коррупционная система. У нас все тендеры, я это могу за это не боясь заявить, что у нас все тендеры непрозрачны, все тендеры проходят через откатов, так называемые. То есть те изъяны, язвы, которые существуют в нашей системе, которые нужно извлекать, но определенная оппозиция, она не во власти, она даже не в парламенте, нигде, она никак не может критиковать, никак не может воздействовать. Но нужна оппозиция, всегда должно быть противовес определенной системе, должна быть другая система. И, конечно, определенные части населения радикализируются, определенная часть населения, социально недовольного населения, вливаются в разные конфликтные ситуации, которые перед нами возникают. У нас за 20 лет первый раз объявили траур.
Немало таких моментов в нашей современной истории случались, которые нужно было объявлять днем траура. И я опять же открыто объясняю в этом, не знаю, как закончится это расследование, но я опять же прогнившую систему наших государственных органов, которые насквозь прониклись коррупционной системой, коррупционно сгнила, можно сказать, что командиры никак не могут контролировать, командиры заняты другим, офицеры, высшие чины заняты другим, зарабатыванием, у них бизнес горит где-то. И опять же здесь дисциплина, и во всем мы в этом мы страдаем. По поводу оппозиции, я так понял, ваша позиция по вопросу оппозиции, это как Баба-Яга в том мультике, а Баба-Яга против. Мне вообще вот интересно, как так можно прийти и критиковать систему? У нас как? У нас республика с президентской формой правления, имеется парламент и правительство, да? То есть мы идем против этой системы. А что взамен? Что, давайте монархию провозгласим, или не знаю, анархию, или как раньше было. Парламентскую республику, да много форм, мало ли, много предложений. Предлагайте. Вот, допустим, депутат Мажилиса парламента Сарсенов Сагиатулла Умерзакович, член фракции ДПК «Акжол», говорил о трудовых спорах. О том, что трудовые споры всегда замалчиваются в любом коллективе, работодателю выгодно взять и глотки заткнуть всем. Будете спорить со мной, я вообще зарплату не дам, да выгоню, что. И люди боятся, люди молчат, потому что люди не знают, куда идти, кому сказать об этом. Сагиатулла Умерзакович предложил создать структуру, общественную организацию, да, которая могла бы рассматривать вот эти трудовые споры, независимо от работодателя, независимо от акимата, рассмотреть трудовой спор в рамках закона, чтобы не получилось так, как в Жанаузене, когда люди 7 месяцев стояли и просто хотели, чтобы их выслушали. С самого начала они говорили, что они открещивались от всех, от нуратановцев, от оппозиции, говорят, идите далеко, это трудовой спор, это всего лишь трудовой спор, не месяц. Пока некоторые рьяные товарищи не стали этот спор политизировать. Ничего не хочу плохого о вас сказать, но ваши тоже там люди были, и Алга там были все. Все пытались на этом раздуть политический момент. А люди просто хотели, чтобы их выслушали. В итоге получилось 16 декабря в Жанаузене. От того, что людей никто не слушал. В итоге сейчас в спешном порядке город Жанаузен отстраивают заново, потому что кто-то, видимо, там понял в этом городе, что простых людей надо слушать, пока они не разозлились. И вот Сагиатулла Умерзакович предлагает создать специальную структуру, которая эти трудовые споры будет рассматривать. Грубо говоря, вытаскивать их на свет, чтобы таким образом социальную напряженность снимать и решать проблемы людей. Быть против всего и всех, это я повторюсь, это как в том мультике, когда Баба-Яга была против того, что именно медведь Мишка представляет Олимпиаду 1980 года. Нужно что-то предлагать взамен. Вопрос к вам, Рустам. Меня зовут Эгерим, и у меня есть вопрос. Вот вы сказали относительно партии Алга и вот о том, что им нужно быть более гибкими и предлагать программы, которые будут более гибкими, да, во имя тех, кто поддерживает данную организацию. Скажите, пожалуйста, в какую сторону они должны быть более гибкими или для кого они должны быть более гибкими? То есть я не очень поняла. То есть я понимаю, что... Да, я понял, что вы не поняли мою мысль. То есть поясните, пожалуйста, насчет гибкости. Для кого они должны быть гибкими? Что такое партия Алга? Партия Алга – это люди, объединенные идеей. Если руководитель не может зарегистрировать партию, значит, он эту идею не может в жизни притворить. Значит, он взялся не за то, что нужно. Он должен просто уйти, и на его место должен прийти другой человек. Вот так вот. Таким образом. Значит, он не болеет вот этой вот проблемой своих сторонников. Он, значит, может просто себя там пиарить, я не знаю. Или он, может быть, чьи-то интересы преследует определенные.
Я это понимаю таким образом. Если ты не можешь это сделать, уйди, дай место другому. Потому что за тобой стоят вот эти 50 тысяч человек. Они на тебя надеются, а ты их надежды не оправдываешь. Честно говоря, у меня тоже вопрос непонимания идет. Сейчас, когда вы сказали об организации, которая будет решать трудовые конфликты, в этом случае куда девать профсоюз? И зачем создавать новую организацию, если профсоюз именно для этого нужен? Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса. Был подписан тройственный договор бизнеса, профсоюза и власти о том, что такие трудовые споры будут разрешаться. С этим как быть в таком случае? Зачем предлагать новое, когда можно использовать то, что есть, и грамотно с ним работать? По поводу Я сейчас не по профсоюзов. поводу того, что они не работают, а по поводу, зачем создавать новое. По поводу профсоюзов. У профсоюза это такая организация, которая, как вы правильно сказали, должна защищать права и интересы населения, да, трудящихся, тех людей, которые по профессиональным признакам в эти союзы объединились. Вот. А что мы видим сейчас? Профсоюзы, они не работают в этом отношении никоим образом, потому что профсоюзы очень часто финансируются самими же работодателями. И им тоже выгодно просто помолчать. Поэтому я и говорил, нужна другая организация. У нас есть несколько профсоюзов, которые на самом деле могут реально решить, но их меньшинство. Поэтому я и говорю, нужна новая организация, которая будет независима совершенно от всех. Просто от всех. Она над этим будет стоять. Почему вы до сих пор не зарегистрировались? Потому что они релиз. Новым названием, да? Да, почему, какие проблемы у вас не возникают? И второй вопрос, вы говорили про глобальные ошибки при проведении выборов в январе 2017 года. Как вы выявили эти ошибки и как вы это показали народу? Спасибо большое. У нас большой опыт в политической жизни. Партия УСДП продолжает те традиции, демократические принципы и традиции, которые были еще заложены еще в 1998 году оппозиционной партией РМПК и позже ДВК. То есть у нас большой опыт есть. И после Курултая 2007 года мы заявили о слиянии партии ОСДП с партией Азат. То есть решение есть, полностью все документы, вся юридическая сторона, у нас членов предостаточно и других документаций. Все по стандарту, все как положено. Мы все эти документы набрали и, конечно же, направили в Минюст. И никак до сих пор мы не можем пройти регистрацию. То есть законными правовыми путями мы зарегистрироваться никак этим названием не можем. У нас самих вот этот вопрос перед нами возникает, почему не работает Конституция, почему нарушаются определенные акты Республики Казахстан. Касательно, вот можно я добавлю чуть немного, есть понятие как гибкости, и есть еще и понятие проявления прогибаться. Пригибаться под определенной системой, прогибаться перед такой системой. Я, по моему наблюдению, партия Алга не хочет прогибаться. Она гибкая, нельзя сказать, что там люди, казахстанцы, там граждане, так же, как и мы, люди, которые хотят светлого будущего, хотят развития общества. Между тем они против определенных изъянов, язв, которые они считают, с которыми я согласен, которые угрожают национальной безопасности, угрожают будущему суверенитету. И, конечно же, я подозреваю, если мы такими правовыми путами по всем соответствующим документам мы как бы это соответствуем законным требованиям, но никак не можем зарегистрироваться, чудо такое, да? Опять же, у партии Алга такие же аргументы, я как заметил. И про выборы. Касательно выборов, более 400 конкретных фактов нами были зарегистрированы. Протоколы, определенные нарушения, грубейшие нарушения, которые были все направлены в прокуратуру. Помимо партии ОСДП, другими наблюдателями, от других организаций также были отправлены многие факты. Я убежден, что они были факты. Я очень много видел грубейших своими глазами, так как сам был кандидатом в маслихаты. Грубейшие нарушения своими глазами непосредственно это видел, но никак на законных основаниях мы не могли доказать
эти нарушения, и с которыми мы не согласны до сих пор. Меня зовут Руслан, у меня к обоим просьбам насчет пирога. Условно, то, что пирог – это какой-то вот избирательный, та часть населения, условно разделим это пирог на 3 части, да, студенты, пенсионеры, рабочий класс. Именно какую часть пирога вы кушаете и аргументируйте почему? Вообще-то под пирогом я имел в виду... Нет, я имею в виду свой пирог. Вот, да, избирательный именно. Вот каждая партия она настроена Так, на пенсионеры, какой-то, студенты и кто? да, и рабочий класс. И Рабочий какой класс. вы именно пирог А хотите? 4-го куска нету, предприниматели Можете. и 5-й кусок бюджетники. Ну давайте сделаем 5 У кусков. вас какой-то маленький кусок. Какой кусок из этих ваш и почему аргументируете? Начинайте. Спасибо большое. Я против вашего пирога. Мы идеализируем, пропагандируем социал-демократические интересы. Социал-демократические идеи, социал-демократическое направление, которое в мировом опыте, я убежден, показало очень хорошие, только с хорошей стороны. Опять же, это очень много можно приводить примеров развитых государств, в которых социал-демократическая партия или же некоторые направления движения, которые пользовались методами социал-демократии. И, конечно, мы за большинство. То есть здесь не хотелось бы, опять же, уподобиться партии Нур Отан, но мы на этом этапе боремся за каждого человека. Мы говорим, что нужно не делить людей по определенному социальному уровню, а защищать на уровне всех. У нас равнозначно все присутствуют, даже бюджетники присутствуют в рядах членов партии. Спасибо. По поводу пирога. Я еще там говорил о том, что каждая политическая партия старается дело на себя перетянуть. То есть каждый хочет сказать, я лучше, пустите меня к рулю, я вам покажу, как надо. Вот эти куски пирога, пирог это политическая власть. Каждый хочет откусить для себя кусочек. Неправильное понимание. Каждая партия должна стремиться к политической власти, чтобы потом пирогами народ накормить, который им эту власть дает. Что такое политическая власть? Политическая власть это просто инструмент. Это инструмент, при помощи которого любая партия может свои идеи продвинуть на благо населения. Но у нас почему-то пирог рассматривается как это некое средство набить собственный желудок. Но это же неправильно. Поэтому я и уточнял, почему у вас только 3 пирога. У нас много людей, проблемы которых надо решать, которые хотят, чтобы мы их накормили. Это фигурально выражаясь. Лидер партии Пирожков, бывший член партии Нур Отан. Как можно, допустим, за какой-то промежуток времени стать лидером партии, скажем, поменять политическую окраску? Это хороший вопрос. Это хороший вопрос, да. Что вам на него ответить? Честно. Честно? Хорошо, я вам отвечу честно. Если человек считает, что чья-то идея ему не нравится, и он ей разочаровался, он имеет право от нее отказаться. И сейчас искать какую-то подоплеку в том, что он ушел из одной партии, пришел в другую, а там его избрал съезд, это попытка человека облить грязью, даже не зная, что он такого плохого совершил. Он увидел другую идею, он к ней пришел. И ничего плохого в этом нет. Я пришел первый раз в партию, да, я первый раз стал членом партии. Я первый раз пришел, устроился на работу в партию. Просто потому, что мне понравилась идея этой партии. Я пришел к ней, я сейчас в ней работаю. Может быть, я не самый лучший оратор, но я верю в идеи, которые моя партия продвигает. Я думаю, Пирожкову они тоже понравились. И потом, знаете, он мне не объяснял, почему он из Нур Отана вышел, а в ЖОЛ пришел. Как-то не довелось нам поговорить об этом.